Всем привет! Меня зовут Алена Подлужная Утай. Я являюсь исполнительницей на варгане. Как у нас в республике говорят, хомус. Я родом из Якутии, родилась и выросла здесь. И с 7 лет я играю на национальном инструменте хомус. Как известно, у многих народов мира есть данный инструмент. Наверное, это тот самый древнейший инструмент, который объединяет многие-многие национальности на нашей планете. И сегодня я хочу поделиться очень радостным для меня и надеюсь, что для вас событием. Я хочу начать свой видеоблог, и этот видеоблог будет посвящен секретам игры на варгане, на разных варганах мира, чтобы поделиться своими знаниями, своим опытом, так как я играю уже на варгане более 24 лет. Дорогие друзья, для начала хотелось бы сделать коротенький экскурс. Никто не знает точно, когда появился первый варган, когда люди впервые начали на нем играть, но мы знаем, что у многих народов он есть. Например, у японцев есть муккури. Он сделан из бамбука, и очень у него интересное звучание. В дальнейших своих уроках игры на варгане, в дальнейших своих экскурсионных видео я расскажу про многие из них. Также есть у ханты-мансы. Он называется тумран, и сделан он из кости оленя. Также у меня есть в коллекции сицилийский варган, он называется маранцано, то есть итальянцы тоже играют. Есть у меня тувинский варган, он пластинчатый. Вот, то есть бывают варганы с кольцом, а бывают варганы пластинчатые. Это венгерский даромб. Это немецкий маультроммель, очень миниатюрный. Ну и, наверное, виновник сегодняшнего торжества – якутский хомус. Как известно, Якутия славится очень развитой культурой исполнения и сохранения традиций на варгане, поэтому сегодня мы познакомимся с якутским варганом поближе. Сейчас во всем мире очень сильно растет интерес именно к варганной эзотерической музыке, и мне каждый день поступают вопросы, как выбрать варган, как на нем играть, как изображать звуки природы, какие они бывают. И знаете, хотелось бы сегодня объединить все эти вопросы и начать на них отвечать. Разумеется, в комментариях или на мою электронную почту info@utai.ru вы можете задавать мне все свои вопросы, пожелания. Даже по поводу приобретения варганов, кстати, здесь я вам могу оказать реальную помощь, потому что многие из нас играют на сувенирных варганах. Как правило, сувенирные варганы не обладают хорошим звучанием. Это такой достаточно примитивный звук, и многие люди, практикуясь, достигая действительно хорошего уровня в плане техники, удивляются, почему у кого-то звучит так варган, а вот у них не так. Вы знаете, мои хорошие, очень много зависит от варгана, от его качества. То есть, если у вас есть вопросы, пожелания по приобретению, по каким-то советам, как можно повлиять на звучание уже имеющегося варгана, вы можете мне все об этом спрашивать. Я отвечу на все ваши вопросы. А сегодня мы начнем наш первый урок. Как же на нем играть? Есть, наверное, среди вас те, кто уже умеет, но, наверное, есть те, кто впервые вообще заинтересовался этим чудесным древнейшим инструментом, который позволяет прикоснуться к прекрасному древнему миру вибраций, прикоснуться, возможно, к миру духов, в глубину сознания. Это очень медитативный, очень интересный инструмент. Мы об этом еще очень много с вами поговорим. У нас большое будущее впереди. А сегодня мы начнем учиться. Итак, что нам нужно для того, чтобы играть на варгане? Нам нужен хороший варган, хорошего мастера, выполненный профессиональным кузнецом. И нам нужно хорошее настроение и вера в лучшее. Ну и, конечно, немножечко упорства. Итак, для того, чтобы начать играть на варгане, нужно его правильно взять. Я не знаю, левша вы или правша. Я, например, правша. Следовательно, я держу варган в левой руке.
Очень все в них хорошо устроено в том плане, что эргономично можно держать за это кольцо. И нужно за него держать. Варган состоит из основных деталей. Я покажу на этом образце. Это значит кольцо, дека, еще одна дека и язычок. Значит так, мы с вами держим за кольцо очень плотно и уверенно, но ни в коем случае не давим на деки. Вот здесь сдавливать нельзя, ни в коем случае. Если вы будете сдавливать здесь, у вас не будет красивого, чистого звучания. Итак, запоминаем. Вообще самое начало – это очень много задач. Держим за кольцо плотно, уверенно. Не так мы держим с вами хомус, не вот так. Мы держим его за кольцо. Очень удобно ложиться в ладошку. Далее, как же его разместить во рту? Нам нужно с вами сразу договориться, что хомус и самая его тонкая часть, самое его окончание должны находиться на главных зубах. Я покажу это на доске. Вот наши губы. Так. И главные зубы, передние. Вот. Хомус, самый его тонкий конец, вот этот, должен находиться на главных зубах. Вот так. Демонстрирую на себе. Смотрите. Приоткрываем рот, прикладываем хомус к зубам, прикладываем, не кусаем его, не засовываем никуда, а просто прикладываем. Зубки немножко приоткрыты. Вот. Итак, самая тонкая часть хомуса находится на главных передних двух зубах. Вот так. Не болтается на одном зубе. Тихо так. Не так, а именно вот так. Итак, приложили, зафиксировали челюсти, чтобы они у нас не разъезжались, и плотно левой рукой придавливаем хомус к зубам. Итак, придавливаем. Давление должно быть комфортным, но оно обязательно должно быть. Если хомус не будет плотно прилегать к вашим зубам, звук будет не звонкий и некрасивый. Вы всегда должны ощущать себя продолжением варгана. Вы с ним одно целое, вы должны с ним слиться, поэтому мы придавливаем его хорошо. Итак, держим за кольцо, не давим на деки, ни в коем случае. Судорожно бывает, прям давят так, не давим. И прикладываем самую тонкую часть хомуса к главным передним зубам. Приложили. Далее этой рукой очень аккуратно воспроизводим первый, самый важный звук. Пробуем. У всех должно получиться. Кто-то играет так, кто-то играет сзади, ударяет, кто-то спереди. Это чисто якутская манера играть вот к себе, такой кистью. Вы можете играть и сзади. Это зависит исключительно от ваших пожеланий. Но я бы советовала ударять хомус спереди, так как вибрация получается дольше и звук интересней. Для того, чтобы правильно поставить эту руку, мы сейчас будем запоминать очередные правила. Итак, локоть не должен задираться. Локоть должен висеть спокойно внизу. Плечо не поднимаем, не зажимаемся. Кисть свободная, тяжелая. Ощущаем, вот пробуйте вместе со мной. Вот так. Обычно во время занятий, когда я объясняю, как правильно играть правой рукой, я говорю, представьте, что ваша рука – это лебедь, его длинная шея, это его голова. Лебедь говорит, нет, 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 капризничает. Ощутите, ощутите вот эту тяжесть. Можно также облокотить локоть на стол, стул, любую твердую имеющуюся поверхность и поболтать кистью. Болтаем кистью, ощущаем ее вес. Она должна быть абсолютно свободной. Руку не зажимаем. Единственная рука, которая у нас находится немножко в напряжении, это, у меня левая, у вас может быть правая, которая давит на зубы. Мы об этом помним. Но не давит на деки. Держим за кольцо, прикладываем к зубикам. Свободной кистью ударяем аккуратно второй фалангой. Вот этим местом. Вот.
мы ударяем по хумусу вот этим местом. Не к самым концом пальца, не вот этой частью, которая уже ближе к самой руке. Именно вторая средняя фаланга. Вот этим местом стараемся ударить по варгану. Аккуратно, по самому кончику язычка, по вот этому кругляшку, по самому-самому кончику. Не старайтесь захватить весь язычок, поэтому сначала можете потрогать, пощупать, где находится кончик. Со временем вы привыкнете. Вообще советую играть перед зеркалом. Так, ищем. Вот, нашли. Фаланга. Деки не зажимаем, держим за кольцо. Давим на зубки, ударяем по язычку тяжелой, свободной кистью. По поводу изменения звука, влияния на него с помощью языка, губ, дыхания, это все будет впереди, будет очень интересно. Сейчас наша с вами главная задача правильно освоить именно саму технику, как нужно держать варган, как нужно ударять по нему, чтобы у нас был чистый, красивый звук. Итак, повторяем. Нам нужен хороший варган, не сувенирный. Если есть вопросы, не стесняйтесь. Второе. Держим за кольцо, не давим на деки, прикладываем самую тонкую часть варгана, самый его конец, к главным передним зубам. Вот именно к ним. Прижимаем плотно, чтобы не было излишней вибрации, которая будет портить звук. И тяжелой кистью, свободным плечом, свободным локтем. То есть вы должны делать это все с удовольствием. Делаем первый аккуратный удар по самому кончику варгана, по самому кончику, по струне, по самой душе инструмента. Итак, первый звук. Я уверена, что у всех у вас все получится замечательно. И я еще раскрою вам очень много секретов. Я не жадная. Мы с вами еще будем очень много общаться по поводу всех-всех-всех варганов. Любые вопросы, я всегда в вашем распоряжении. Ваша Утай. Целую, обнимаю. Хорошего дня, отличного настроения. До новых встреч. Ждите очередной выход в среду. По средам и понедельникам мы будем с вами погружаться в мир варганной музыки. Всем пока!